О том, что здесь совсем недавно полыхал огонь, напоминают лишь расплавленный потолок, обугленный стол и обгоревшие документы. Работники водоканала до сих пор не могут поверить, что кто-то решил уничтожить недавно отремонтированное помещение. Ценных вещей здесь не было, всего лишь документы, техника, ничего секретного. Мзия Квинадзе пришла на работу самой первой, вставила ключ в замок, распахнула дверь, и на нее повалил дым. Я увидела, что весь дым здесь. Открыли окна, стали ветрать, видим, что горит. У начальника абонентного отдела стол горел, помимо этого была дверь взломана в абонентный отдел. Здесь сделано с какой-то целью, которому не нужна родина, для него нет Абхазии родиной этой. Я так считаю. Этот не человек, не любитель своей родины. По словам сотрудников водоканала, камеры зафиксировали двоих злоумышленников. Один пытался проникнуть в главное административное здание предприятия. Он старался попасть вот в этот кабинет, где находится центр всех камер видеонаблюдения. Но осуществить задуманное ему не удалось. Соседи, услышав странные звуки, включили свет и спугнули поджигателя. А вот второй оказался проворнее. В помещение он забрался вот по этой крыше. Выдавил окно, проник внутрь, взломал дверь в абонентский отдел и поджег все, что подвернулось под руку. Пострадало множество документов в бумажном виде, но информация водоканала осталась в целости и сохранности, в электронном виде. Данные в бумажном виде сгорели, но у нас все хранится в базе данных в компьютерах, компьютера целые, поэтому вся база сохранилась. То есть ущерба такого в плане информации, которая нам нужна, мы не понесли. В бумажном виде сгорело, конечно, это тоже мы как архив хранили, к сожалению, сгорело. Видео с камер наблюдения изъяли сотрудники милиции, которые проводят все необходимые следственные действия для установления личностей злоумышленников. 22 декабря примерно в 9:00 часов в дежурную часть первого отдела УВД по городу Сухум поступило сообщение о факте пожара в административном здании муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Выездом оперативно-следственной группы на место происшествия было установлено, что неустановленное лицо путем отжатия оконной рамы директора абонентского отдела проникло в данное помещение, где совершила поджог служебной документации и скрылась. Проводятся мероприятия, направленные на поиск лиц, совершивших данное преступления. В отделе дознания также проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом помещении сотрудники водоканала работали всего ничего, 2 месяца. Даже не успели отметить новоселье. Единственное отремонтированное на свои собственные средства здание, теплую атмосферу, уют разрушили поджигатели. А последствия, равно как и запах гари, сотрудникам придется разгребать еще очень долго. Нисфа Аршба, Саид Айба, Абхазское телевидение.